Париж по праву называют туристической Меккой. Достопримечательности французской столицы, будь то Эйфелева башня, Елисейские поля или Лувр, мы знаем чуть ли не с детства. А что же нам известно о туристических маршрутах соседних стран? Здравствуйте, с вами программа «Перекресток» в пражской студии Айнур Адекшерзе. Летний туристический сезон на носу. И если одни уже планируют свои каникулы или отпуск, другие готовятся к встрече гостей. По официальным данным, в прошлом году Узбекистан посетило почти 2 миллиона иностранцев. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. Предположительно, из них 600 тысяч туристы. Подтвердить или опровергнуть официальную статистику сложно. Однако и власти, и наблюдатели сходятся в одном. Туристический потенциал жемчужины Востока гораздо выше, чем в настоящее время. Отметим, основные пункты Великого Шелкового пути, города Самарканд, Бухара, Хива и Шахризабз, включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидеть творения великих зодчих Востока приезжают в основном туристы из дальнего зарубежья. Но в силу некоторых причин, в том числе из-за визового режима с некоторыми соседями, гостей из Центральной Азии здесь очень мало. По словам представителя одной из ташкентских турфирм, если они и отправляют туристов в соседние страны, то это, как правило, иностранные граждане. А узбекистанцам выехать, например, в тот же Туркменистан, Кыргызстан или Таджикистан, очень трудно. Прежде всего, из-за необходимости проходить перед выездом массу громоздких формальных процедур. Туркменистан, пожалуй, самая закрытая страна региона. Иностранные граждане из-за трудностей получения визы много не приезжают. Виза нужна и для жителей остальных 4 стран региона. По постановлению президента Туркменистана в 2007 году началась строиться национальная туристическая зона Аваза. По официальным данным, на ее строительство было затрачено около $2 миллиардов. На сегодняшний день из запланированных 60 отелей построены 8. Аваза может принять около 3500 людей. Основной сезон в Авазе начинается в июне и продолжается до конца августа. Но цены для местного населения являются очень высокими. А вот казахстанцев, наверное, можно назвать самым путешествующим народом из 5 республик. Но, опять же, они предпочитают дальние страны. Правда, из-за девальвации тенге приходится экономить. Например, летом многие любят ездить в Турцию, а зимой, значит, любят выезжать в Юго-Восточную Азию. Туроператоры в своей деятельности развивают преимущественно выездной туризм. Хотя в Казахстане есть замечательные горнолыжные курорты, живописные озера, исторические памятники. Свободную нишу пытается заполнить комплекс Табаган – горнолыжный курорт близ Алматы. Зимой здесь катаются на лыжах, сноубордах. Весной и летом курорт предлагает туристам конные прогулки, катание на горных велосипедах, водно-оздоровительные процедуры. Основной контингент отдыхающих здесь – жители Алматы и Алматинской области. Хотя приезжают туристы из России и Китая. По сравнению с прошлыми годами, честно сказать, ощущается спад посетителей. Это мы связываем, скорее всего, с повсеместным везде кризисом. Скорее всего. Вот. А так, в принципе, народ как отдыхал и отдыхает. Туристический поток в Казахстан медленно, но растет, утверждают чиновники. Так, за 9 месяцев 2012 года, по официальным данным, страну посетили более 4 миллионов туристов. Эксперты же утверждают, что внутренний туризм составляет всего 3-4% всех доходов от туризма. Если спросить жителей Таджикистана, какими достопримечательностями они могут похвастаться перед зарубежными гостями, наверное, самым частым ответом станет прекрасная природа и вершины Памира. Действительно, в стране, где 93% территории окружены горами, а альпинисты со всего мира мечтают покорить вершины Исмоили-Сомони в Бадахшане, есть что посмотреть. Начиная от вида на столицу и близлежащие к ней зоны отдыха в Арзобском районе, можно смело порекомендовать посетить Памир, Фанские горы, Искандер-Куль. Любителям старины необходимо обязательно побывать в Худжанде и посетить прекрасную мечеть Мирсаида Хамадони в Кулябе. В год в Таджикистане бывает примерно 320 тысяч туристов, что, по мнению турфирм, не так уж и много. По мнению представителей турфирмы Дидори Шарк, количество иностранных туристов, посещающих Таджикистан, в 5 раз меньше тех, кто желает увидеть соседний Кыргызстан.
Как признаются и наши собеседники из Душанбе, при наличии условий они были бы не прочь путешествовать и побывать в соседних странах по региону. Однако посещение некогда популярных направлений, как Самарканд, Бухара и Хорезм, осложнено ввиду необходимости получения узбекской визы и отсутствия прямого воздушного сообщения. А о красотах Кыргызстана или Туркменистана информация скудная. В Таджикистане есть очень хорошие места, где можно очень хорошо отдыхать, намного лучше, чем европейские страны. И Бухара, Самарканд. В Самарканде я уже была. Бухара бы очень интересно было посмотреть. Я вам сразу скажу, возможности у меня не будет, потому что студенты уезжают, нас заставляют корпус ремонтировать. Это в Дубае, очень замечательно, мы ездили, мы просто знаем, это в Турции, вот мы были в Анталии, тоже очень хорошо. А почему не хотели вы посмотреть наши исторические города, Самарканд, Бухара или в Киргизстане и Сикуле? Не, почему хотели бы посмотреть, но там, насколько мы знаем, не очень хорошие условия, просто ездили знакомые. Большинство кыргызстанцев, желающих путешествовать или же отдохнуть за пределами своей родины, выбирают, как и казахстанцы, в основном Турцию, Эмираты или же Европу. По информации туроператоров, ближнее зарубежье пока не вызывает особого интереса. Так же, как и со стороны соседей, пока нет желания посетить Кыргызстан в качестве туристов. Из Бишкека рассказывает Рахат Кенешева. Кыргызстан называют страной туризма. Снежные горы, чистый воздух, наше озеро. Однако пока наша республика общеизвестна, что интересно в туристическом плане только для зарубежных гостей. Что же касается наших ближних соседей, об этом мы сейчас узнаем у наших специалистов. Как оказалось, главным туристическим объектом, привлекающим соседей, как и раньше, является озеро Иссык-Куль. Но в последние годы спектр стал значительно расширяться. Зимой очень много граждан Казахстана, Узбекистана приезжают. В этом году очень много граждан Таджикистана приезжали к нам на горнолыжные тоже базы. Сейчас очень много, получается, с Узбекистана приезжают на кумысолечение. Из Европы и других дальних стран в Кыргызстан едут в основном на экотуризм. Однако желающих посмотреть на горы, на образ жизни кочевников среди приезжающих из ближнего зарубежья практически нет, говорят туроператоры. Иностранцам именно интересно узнать, как жить в Джайло, на лошадях, подняться в горы или пешком. Это у казахов тоже есть. То есть интересы немножко другие. По словам же экспертов, туристический потенциал Кыргызстана используется пока не в должной мере. Вопросы с границами, да, то есть это погранпропуска. То есть во время, скажем, того же летнего сезона, чтобы границы были открыты, да, чтобы люди, те, которые посещали, чтобы им было приятно даже проходить ту же самую таможню. Самый главный фактор – это, конечно, стабильность в стране. То есть, если будет стабильность, то и туризм будет, соответственно, развиваться. Насчет стабильности, по мнению экспертов, сейчас Кыргызстану переживать не стоит. В прошлом году страну посетило более 3 миллионов туристов. В этом году Департамент туризма прогнозирует увеличение этого показателя еще на 10%. Рахат Кенешева, Улан Асаналиев специально для «Перекрестка» из Бишкека. Великий шелковый путь веками способствовал развитию торговли, играл большую роль в укреплении экономических и культурных связей. Сегодня это один из привлекательных туристических маршрутов. Но, к сожалению, не для жителей стран, по которому и проходила древняя караванная дорога.